Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю словенские новости простым, понятным языком. В Любляну приехали 14 игроков легендарной баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс. Спортсменов в Словению привез их коллега, легендарный словенский баскетболист Люка Дончич, который сам и профинансировал эту поездку. Спортсмены остановились в центре Любляны и пробудут здесь до 24 августа. Игроки перемещаются по городу на черных микроавтобусах. Их постоянно сопровождает охрана и фанаты. Спортсмены уже провели тренировки на стадионе Стожице, посетили Люблянский замок и даже катались на лодке по реке. Повсюду их преследовали фанаты, разве что в воду за ними не бросались. Баскетболисты также планируют посетить визитную карточку Словении озеро Блед. Для поездки своих коллег Дончич арендовал частный самолет. По данным СМИ, перелет команды обошелся спортсмену в $500 тысяч. Для Словении это огромная реклама. Благодаря баскетболистам многие узнают о существовании такой страны. Не успел председатель словенского парламента Зоран Стефанович захотеть отправиться в Москву, как в Словении начался сбор подписей за его отставку. За неполных 3 дня данная петиция собрала около 65 тысяч голосов. Но подлинность некоторых подписей вызывает сомнения. Среди подписавшихся были обнаружены Владимир Путин, Дональд Трамп и Микки Маус. Сам Стефанович всерьез не воспринял петицию, назвав ее фикцией. Но в то же самое время появилась петиция в поддержку Стефановича. Микки Маус ее пока не подписал. Словенские журналисты заподозрили президентку Наташу Пирц-Мусар в возможных связях с российской разведкой. А все из-за ее российской подруги Виктории Криволуцкой, с которой президентка несколько раз посещала Россию в период с 2015 по 2022 год. Затем журналисты выяснили, что Криволуцкая состояла в отношениях с Романом Егличем, высокопоставленным сотрудником словенской разведки, который позже жил и работал в России. Сама Криволуцкая заявляет, что никогда не сотрудничала со спецслужбами. В администрации президентки также все обвинения отвергают. Также много вопросов у журналистов вызвало двойное гражданство Криволуцкой. Виктория Криволуцкая в 2016 году получила словенское гражданство, сохранив при этом российское. Такое исключение обычно делают для выдающихся ученых, музыкантов или спортсменов. Известно только лишь, что она играла в боулинг вместе с президенткой Наташей Пирц-Мусар. По словам Виктории, единственный ее грех – это то, что она является подругой президентки. Я бы тоже хотела разделить такой грех. Из-за продолжительной засухи словенские фермеры боятся, что им может не хватить корма для животных. Трава вся высохла, а урожай кормовых культур оказался значительно ниже обычного. Данная проблема затронула не только Словению. И многие фермеры уже вынуждены сокращать поголовье скота. Интересно, насколько повысятся цены на продукты в магазинах? 57-летняя американка прогуливалась вдоль горной реки Соча вместе со своим 67-летним мужем. Трагедия произошла на глазах у мужа. Он шел у нее за спиной, когда женщина неожиданно упала в реку. Женщина пролетела 12 метров, получив при этом травму головы, и упала в воду лицом вниз. На ее счастье рядом оказалась словенская пловчиха, которая первая пришла на помощь туристке. После этого на помощь пришел еще один свидетель, а позже присоединился и муж пострадавшей. Пострадавшую срочно на вертолете доставили в Люблянскую больницу. Эта новость звучит как настоящий детектив про альпийский развод. 500 евро за палатку и до 2000 евро за припаркованную машину. Словенские туристы возмущены штрафами. После введения штрафа в 500 евро за установку палатки там, где кемпинг запрещен, таких случаев стало почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Но оказывается, многие до сих пор не знают, что нельзя припарковать автомобиль просто на обочине, на траве или между деревьями.
Многие годами привыкли парковать так свои автомобили и были очень удивлены, получив огромные штрафы за неправильную парковку. Причем достаточно просто свидетелю пожаловаться в полицию, и вам выпишут штраф. Поэтому, если планируете выезд на природу, не ориентируйтесь по принципу «здесь все паркуются». Это не означает, что парковка разрешена. Ну или просто готовьте деньги на огромные штрафы. Словенец пролежал под водой больше 80 лет. В Сербии из-за сильной засухи обмелела река Сава, обнажив корабль под названием «Словенец». Корабль построили в 1913 году в Будапеште, когда Венгрия еще входила в состав Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны империя распалась, и корабль перешел в собственность нового государства – королевства сербов, хорватов и словенцев. Корабль пережил Первую мировую войну, а во время Второй мировой войны его использовали для перевозки раненых и военного оборудования. Но в апреле 1945 года, буквально перед окончанием войны, корабль подорвался на немецкой мине и ушел под воду вместе с ранеными бойцами. И вот спустя 81 год он снова появился из воды. Для иностранцев в Словении хотят ужесточить правила получения ВНЖ. Сейчас базовая сумма для одного взрослого составляет 507 евро 43 цента в месяц. А после введения новых поправок хотят установить 1015 евро на одного взрослого в месяц, то есть в 2 раза выше. Новый законопроект сейчас находится на общественном обсуждении, которое продлено до 26 августа. Эта новость очень волнует всех мигрантов, и особенно тех, кто только планирует свой переезд в Словению. А если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 16 до 23 градусов. Спасибо, Алиса. Так и хочется вам что-то еще приятное сделать. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!